2017 года на Старый Новый год в музее Аксакова мы проводили первый в нашем городе праздник елочных игрушек. И какую задачу мы поставили? У нас почему-то выдвигают на первый план либо современное искусство и культуру, либо архаичное, либо древний фольклор, чуть ли не первобытный, либо авангард. А вот традиционную городскую культуру, которой были привержены наши бабушки, дедушки и прадедушки и прабабушки в Уфе, ну и в других городах, это как-то забывается. И вот мы вспомнили, когда мы были детьми, еще в советские далекие времена, в середине 20 века, когда вас еще не было на свете, вот, были елки. Елки, причем вот не городские, не во дворцах культуры, не в театрах, а именно домашние елки. И стали собирать воспоминания писателей, художников, краеведов, поэтов и других, в общем-то, уфимцев о том, как проводили Новый год в 30-е годы, в годы войны, в послевоенное время, вплоть до конца 60-х годов. Для чего мы храним старые поздравительные открытки, елочные игрушки с прошлого века? Ведь сегодня чего только нет в магазинах. Но где же еще искать волшебные знаки из детства, с которым каждому взрослому хотелось бы встретиться вновь, хоть на день, хоть на час, хоть на миг. Спят на елке золотые совы в сказочном сиянии луны. На опушке леса спят сугробы, как большие белые слоны. Мы дизайнеры, нас попросили украсить этот зал, и наша тема — это вот новогодние игрушки, которые были с 1937 года, в 50-х, 60-х годах, и мы сделали гирлянды, флажки, как были раньше, снежинки, украсили зал, ну, вроде все красиво. На праздник нам пришло, и много радости детишкам принес. Могу сказать, что тот богатейший материал, который нам дал Петр Ильич, такой краеведческий, собранный, такой исторический, о том, как праздновали Новый год в 20 веке, в 30-е, 40-е годы, 60-е, это для нас послужило таким толчком творческим, и мы захотели сделать спектакль, ну, в бардовском, что ли, варианте. А в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне. Мы с трепетом храним в своей шкатулке памяти счастливые события, добрые слова, теплые любящие взгляды. Они помогают нам идти дальше, какой бы трудной ни была дорога. В суете, которая нас сегодня окружает, вот в этих скоростях, вот это был такой маленький оазис. Сегодня, 5 февраля, у нас в Белом зале, я бы сказала, гармонии, музыки, дизайна, чувства. Это было удивительное эстетическое наслаждение, которое продолжалось в течение часа. Но я думаю, если можно так сказать, послевкусие этого, после чувства этого, безусловно, еще какое-то время будет продолжаться. Подставь ладонь под снегопад, под искры, под кристаллы, они мгновенно закипят, как плавкие металлы. Они растают, потекут по линиям руки и станут линии руки изгибами реки. Другие линии руки пролягут, как границы, и я увижу города, дороги и столицы. Моя ладонь, как материк, он прочен, изначален, и кто-нибудь на нем велик, а кто-нибудь печален, а кто-нибудь идет домой, а кто-то едет в гости, а кто-то, как всегда зимой, снег собирает в горсти. Как ты просторен и велик, мирок на пятерне, я для тебя, наверное, Бог, и ты послушай мне. Я берегу твоих людей, храню твою удачу, и малый мир руки моей